В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Энергетики восстановили электроснабжение микрорайона Марха. Закон о дистанционном оформлении трудовых договоров подписал президент России. Якутия вошла в 10 самых прибыльных регионов по стране в сфере IT-технологий. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на линии Малая Марха в столице республики после аварийного отключения. Электроснабжение потребителей и котельных восстановили в 20:09 по якутскому времени. Отмечается, что причины технологического нарушения устанавливаются. Отмечу, под ограничения попали практически все жители микрорайона, а также 4 котельных. Трудовой договор теперь можно заключать дистанционно в России. Президент Владимир Путин накануне подписал об этом закон. Как отмечали ранее авторы инициативы, это упростит поиск работы для соискателей, которые получат возможность подбирать варианты в других регионах и удаленно проходить собеседование. Также работники смогут подписывать бумаги электронной подписью, оперативно получать услуги, для получения которых требуются справки с работы. Предполагается, что нужные сведения доступны в цифровом виде. В то же время отмечается, что это применимо только к документам, оформление которых в письменном виде или ознакомление под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. При этом работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на электронный документооборот, а тот вправе отказаться. Россияне, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, могут сделать это по электронному заявлению в пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуги. На выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Центр имени Гамалеи Минздрава России готов подать документы на исследование вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Как только институт получит одобрение на исследования, проведенные для группы детей в возрасте от 12 до 17 лет, будет подан следующий готовый пакет документов, сообщил глава центра Александр Кинзбург. Также он сообщил, что подростки очень хорошо реагируют в плане появления защитных тел, гораздо лучше, чем взрослые. Население реагирует на «Спутник Ви» в его классическом варианте. Объясняется это тем, что иммунная система для детей лучше реагирует на чужеродные антигены. Среди побочных эффектов зафиксирован небольшой рост температуры на следующий день после вакцинации. 86 семей Алдана получили ключи от новых квартир. Пятиэтажный дом по программе переселения из аварийного жилья построен в микрорайоне Дражном. 15 квартир в новостройке выделены детям-сиротам. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Первое собрание жильцов дома под номером 15 по улице Анатолия Лабуня стало торжественным и радостным. Люди получили ключи от долгожданных квартир. Новостройка в микрорайоне Дражном была возведена по программе переселения из аварийного жилья. Ключи от 2-, 3- и однокомнатных квартир получили 86 семей. Как мы видим, на территории города Алдана не первый год уже реализуется программа расселения аварийного жилья. Данный дом построен именно по этой программе. 15 квартир в этом доме выделено детям-сиротам. Переселение было с разных районов города. Переступив пороги квартир, новоселы с энтузиазмом принялись планировать, как расположить мебель. Супруги Сметанины решили, что вся обстановка будет новой. Здесь Светлана и Василий поселятся с дочерью и внуком. Этой квартиры они ждали долго. Долго, около полвека, можно сказать. Родители мои, потом я, вот считай. И наша дочь выросла в этом доме, внук уже родился, сказать, да. вырос. Переезжать Сметанины планируют в ближайшее время. Наступают морозы, а новая квартира очень теплая. Да и в целом условия в старом доме с нынешними не сравнятся. Условия у нас там, в принципе, конечно, были похуже, чем здесь. Тут светло, хорошо, тепло. Самое главное – тепло, потому что мы там сидели с обогревателями. Крыша бежала, тазики были.
Соседи Сметаниных по этажу Афанасьевы будут переезжать чуть позже. Хозяин решил произвести некоторые доводки в ремонте. А Денис ждет новоселья с нетерпением. Мне очень понравилась эта квартира. Вот здесь будет моя комната, там у нас будет гостиная и кухня. Реализация программы переселения из ветхого жилья в Алданском районе продолжается. Скоро новоселье отметят жители Нижнего Куранаха. Дом на 63 квартиры будет сдан до Нового года. А в 2022 году в рамках третьего этапа программы общая площадь переселения из аварийного жилья составит 39,5 тысяч квадратных метров. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Свыше 60 мероприятий пройдет по всей республике во время декады Аланхо с 25 ноября по 5 декабря. Об этом сообщил первый замминистра культуры и духовного развития региона Владислав Левочкин. Он отметил, что многие вошедшие в декаду мероприятия пройдут впервые. Так, по всему региону пройдет Олимпиада по знанию Аланхо для учеников 7-10 классов. Будут презентованы новые издания, а также мобильное приложение «Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос Аланхо». В нем будет представлен оцифрованный текст Аланхо. Приложение предназначено для школьников старших классов и взрослых. Также во время декады запланированы спектакли, конкурсы, выставки, круглые столы. Мероприятия будут проходить в очном и онлайн-форматах. Участвует республиканский. Мы всегда это ожидаем, мы всегда это... Республиканский шашечный фестиваль по русским и 100-клеточным шашкам пройдет в дистанционном формате 24 и 25 ноября. Игроки будут соревноваться на платформе playok.com. 24 ноября в 19:00 по якутскому времени стартует турнир по русским шашкам, а 25 ноября в то же время турнир по 100-клеточным шашкам. Они пройдут по швейцарской системе в 11 туров. После игр жюри с использованием компьютерных программ проведет проверку на жульничество. Участие в соревнованиях может принять любой житель Якутии. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте playok.com, пройти процедуру авторизации и заполнить свой профиль. Чемпионов и призеров наградят медалями и грамотами. Экспорт IT-услуг в республике составил более 35 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве инноваций республики. Так, Якутия вошла в 10 самых прибыльных регионов по стране в сфере IT-технологий. Таким образом, по словам представителей министерства, на сегодняшний день республика является лидером информационных технологий на Дальнем Востоке. Все больше и больше местных компаний и разработчиков предлагают свои услуги и продукты не только за пределами региона, но и на мировом рынке. Кроме того, ежегодно реализуются и образовательные программы, хакатоны и акселераторы, на базе которых формируются не только специалисты, но и новые рабочие места. В сравнении с другими годами желающих поступить на IT-специальности растет. Статистику нам дает Министерство образования, СУФУ. Уже на одно место более 10 учеников желают обучаться IT-специальностям. В целом, дальнейшее развитие именно IT-индустрии будет связано с креативной экономикой. Приоритеты в современном естественно-научном образовании, проблемы и перспективы. В Якутске с таким названием стартовал Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием. Форум объединил около 150 учителей, педагогов дополнительного образования, а также преподавателей профессионального образования, и продлится он 3 дня. Мероприятия пройдут на базе Северо-Восточного федерального университета в гибридном формате. Кандидат биологических наук. Он понятно, что он посвящен 30-летию нашей кафедры, потому что она была организована в 1991 году. Но в принципе, конечно, он организован для всех тех, кто интересуется естественно-научным образованием, прежде всего, конечно, учителей. Он должен интересовать. Это учителя биологии, химии, географии, экологии. Одна из лучших учениц художественной школы Ленска, юный талант Варя Малахова, подготовила очередную картину для участия в районном конкурсе. Рассказывает Светлана Балеева.
С детства Варвара мечтала играть на фортепиано, но когда решилась поступить в музыкальную школу, оказалось, что возраст уже не позволяет ей заниматься на этом отделении. Пришлось искать альтернативу. Случайно узнала о кружке рисования, записалась, начала ходить. Понравилось, теперь она рисует все свободное время и в разных стилях. Новое что-то пробовать, а больше так к карандашу, к фломастерам, маркерам. Сегодня Варвара подготовила очередную картину для участия в районном конкурсе. У нового творения девочки интересное название – «Юнион». По словам Вари, полотно создано по ее собственному видению мира. Это, можно сказать, парень, который в своем мире, и за ним подглядывает девушка. Он ищет примерно свою душу. Вот. Зеленый под цвет его глаз смотрит, он не может ее найти, а девушка боится с ним познакомиться, можно и так сказать. Варя – одна из лучших учениц художественной школы. Занимается она в группе Марии Михайловны с самого ее основания. Педагог рассказывает, что талант девочки раскрылся не сразу. Способности, по мнению Марии Кураевой, проявляются со временем. И Варя тому пример. Она активно участвует в конкурсах, выставках, показывает хорошие результаты по рисунку, живописи, по композиции. Ну, то есть она сейчас очень увлеклась и сама дома много занимается. Поэтому, конечно, есть рост, есть интерес, горят глаза, но это самое важное, я считаю. Юная художница – девочка самокритичная. Открыто признается, что сегодня у нее не получается рисовать профиль. Недостаточно опыта, пояснила она. Но есть желание преодолевать сложности, и она обязательно научится делать это в совершенстве. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Удивительно богатый мир Аланхо – так называется выставка, которая открылась в Краеведческом центре Национальной библиотеки. Выставка приурочена к 75-летнему юбилею профессора и исследователя Аланхо Василия Илларионова. Его полувековая работа имеет огромное значение в изучении и распространении якутского фольклора. Еще будучи студентом, Василий Илларионов из уст аланхасутов записал эпическое произведение в магнитофон. Потом все это расшифровал. Далее издал более 1500 статей и 200 книг. Огромную лепту именно в сфере развития фольклористики тюркоязычных народов, и в том числе народа Саха, неоценимый вклад внес Василий Васильевич Илларионов, как исследователь, как ученый, как практик, как теоретик. И мы сегодня приехали из разных уголков России, я вот с Киргизии, и хотим сказать спасибо за тот труд, который он внес в мировую фольклористику тюркоязычных народов. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.